Скандал вокруг тендера по закупке бланков биометрических паспортов, а также последовавшие за этим обыски и аресты со стороны ГКНБ могут быть вызваны обидой главы ведомства Идриса Кадыркулова на экс-главу ГРС и советника президента Дастана Дугоева. Об этом сегодня заявила сама освобожденная месяц назад с должности председателя ГРС Алина Шейкова. В конце прошлого года Кадыркулов лично пригласил меня и Дастана Дугоева на встречу с ним в один из ресторанов города. Мы не знали о цели встречи. На месте он познакомил нас с двумя бизнесменами, представлявшими европейскую компанию по изготовлению бланков документов. Разговор касался изготовления биометрических паспортов и других документов государственного значения. Предложение Идриса Кадыркулова Дугоев-Шейковой, по словам последней, решительно отвергли. Мы сразу же обозначили, что тендерный процесс уже запущен по закупке бланков. В оборудовании у ГРС тоже нет потребности, так как донорами уже было закуплено 2 комплекта оборудования по персонификации бланков. Что касается производства других видов документов, также проинформировали, что в проекте закона о госзакупках предусмотрена норма, которая позволяет предприятиям с госдолей более 51% изготавливать их без проведения тендеров. То есть ясно дали понять, что не видим никаких вариантов для взаимодействия с этой компанией. Сегодня по телефону Алина Шейкова снова подтвердила эту информацию. Правда, с какими частными предпринимателями ее знакомил глава ГКНБ, она вспомнить не смогла. Отрицать сказанное в Госкомитете нацбезопасности не стали, лишь уточнили. Идрис Кадыркулов проводил неформальную встречу с Алиной Шейковой и Дастаном Дугоевым, но на встрече принимали участие представители швейцарской компании. Ранее они обращались в правительство с намерением открыть государственную типографию по изготовлению документов. Однако в связи с тем, что переговоры сторон затянулись, представители компании обратились к Идрису Кадыркулову с просьбой организовать встречу с руководителем Госрегистра. Действительно, на состоявшейся неофициальной встрече Шейкова и Дугоев отказали в рассмотрении вопроса организации собственного производства документов государственного значения, обосновывая это как заведомо невыгодное производство, а также в связи с закупкой бланочной продукции ГРС у частных компаний. В этой связи высказывание Шейковой о преследовании Кадыркуловым каких-либо личных целей не соответствует действительности, а является очередной попыткой дискредитировать в глазах общественности ГКНБ и уйти от ответственности. Ранее глава ГКНБ Идрис Кадыркулов во время отчета членов правительства Джугурку Кенеши 24 апреля заявил, что тендер по изготовлению бланков для биометрических и загранпаспортов как будто был организован специально для одной компании. В связи с ужесточением требований другие крупные компании отказались участвовать в конкурсе. Тендерная комиссия 10 декабря аннулировала заявление 5 компаний, однако позже Госрегистр отозвал обратно 3 из них. 1 февраля тендерная комиссия объявила победителем литовскую компанию Garsu Pasaulis. По словам Кадыркулова, тендер проходил со многочисленными нарушениями. Что касается ситуации с Garsu Pasaulis, то возбуждено дело. Агентство Reuters опубликовало официальную информацию об их делах в Конго. Прокуратура Брюсселя также возбуждала на них дело. Там была проблема со стоимостью паспорта. Сообщалось, что аффилированной фирме доставалось по $60 с каждого документа. Отмечалось, что паспорта, которые они делали на Коморских островах, продавались преступникам и террористам. Многие эксперты говорят, что это сомнительная фирма, но несмотря на это, наши некоторые сотрудники, организовавшие тендер, заключают с ними договор. Такое ощущение, что это было сделано специально, потому что тех условия изменились по ходу дела и готовили их к аффилированным компаниям. Поэтому крупные фирмы сразу отказались от участия в тендере. Представители Garsu Pasaulis уже купили авиабилеты, но Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. НПО обвиняют нас в том, что мы рубим цифровизацию. Однако вы сами видите, что происходит. Напомним, уголовное дело по скандальному тендеру было возбуждено 22 февраля, в рамках которого 17 апреля ГКНБ были арестованы замглавы Госрегистра Руслан Сарыбаев, статс-секретарь Данияр Бахчиев, а также глава госкомпании «Инфоком» Талант Абдулаев. На время следствия, а это 2 месяца, все они были водворены в следственный изолятор. Алину Шейкову отстранили от должности главы ГРС. Позже Сарыбаев был освобожден из-под стражи под домашний арест. Такую же меру вчера Бишкекский районный суд применил и к Таланту Абдулаеву. Булат Исаев, Владимир Кулбалдиев, НТС.